Мы в спортзале тут с тобой вдвоем. Я хочу составить тебе компанию. Покажи мне пару своих приемчиков. Да все, без проблем. Профессиональный путь бойца начался в возрасте 10 лет. До ММА Сыдых занимался боксом. В своем дебютном бое одержал победу и завоевал медаль. Признается, было очень много радости и не меньше мотивации заниматься профессиональным спортом и далее. В ММА первый раз я попробовал, 20 лет мне было. Это был турнир, проходил у нас тут, в районе Каменки. Тоже его выиграл, вот тогда очень сильно понравилось. И вот с тех пор начал выступать и тренироваться по ММА. Сыдых Дерман – единственный, кто представил Республику Крым на чемпионате мира, куда он отправился без наставника. Отсутствие тренера стало моральным испытанием для бойца. Может, где-то за час, за полчаса до боя есть какое-то волнение, да. А буквально перед выходом все это пропадает, ты уже настроен на бой, выходишь, главное это победить. И самое главное, что хорошо настроиться на бой, с каким настроем ты выйдешь, так бой и пройдет. Поэтому я был настроен хорошо. Сыдых соревновался в весовой категории до 80 килограммов. Соперником схватки был спортсмен из Республики Дагестан. Бой длился 2 раунда по 5 минут каждый. Расскажи, пожалуйста, какой ценой далась эта медаль? Даже тяжело это рассказать, потому что на самом деле только я знаю, как она мне досталась, каким усердием, потом, кровью, упорными тренировками. Мы надеемся, что в будущем это будет золотая медаль. Тренировки спортсмена проходят в спортзале недалеко от дома. По понедельникам, средам и пятницам тренируют ударную технику, а по вторникам, четвергам и субботам проходят тренировки по вольной борьбе. Сыдых поделился и с нами парой своих приемов. Самое главное — это всегда держать руки, потому что удар может прилететь очень быстро и неожиданно. Крымский орел не выходит из октагона без наград. На чемпионате мира по ММА в Санкт-Петербурге боец смешанных единоборств Сыдых Дерман завоевал бронзу, тем самым вновь доказав конкурентоспособность нашей республики на всемирной арене. Останавливаться на достигнутом Сыдых не намерен. После небольшого отдыха он вновь приступит к тренировкам. И уже 6 февраля на чемпионате Евразии вновь поборется за золото. Дауд Чахалов, Виталий Голубев, телеканал Миллет.